Как ни удивительно, но в центре американского города Боулдер можно полежать на среднеазиатском топчине. В этом маленьком городе штата Колорадо большой популярностью пользуется самая настоящая таджикская чайхана. Может быть, единственная во всем западном мире. Ее построили таджикские, нет, не гастарбайтеры, а побратимы. Дело в том, что Душанбе и Боулдер – города-побратимы, причем еще с советских времен. И история этой дружбы весьма интересна. Салам, Душанбе. Это единственная таджикская чайхана не только в штате Колорадо, но, наверное, во всем западном мире. Чтобы поесть, возлежа на топчане, гости часами ждут в очереди. Эта чайхана подарила нам два подарка. Во-первых, чайхана стала в Боулдере самым любимым местом отдыха. А во-вторых, таджики городов Боулдер и Денвер ежегодно отмечают здесь народный праздник Навруз. И мы с большим удовольствием участвуем. Этот праздник центральноазиатских народов по душе нашим людям. Немногие завсегдатые чайханы знают, что здание строили самые настоящие таджикские строители. А сначала жители города думали, что это очередной японский и китайский ресторан. Больше всего мне нравится таджикский плов и лепешки. Когда я был в Душанбе, я каждый день ходил на рынок за горячими лепешками. Несколько лет назад я был в Душанбе и Худжанде. Я попробовал сих-кебаб, вкус которого я помню даже сейчас. Таджикская кухня действительно богата неповторимыми блюдами. Джозеф Степаник – один из главных идейных архитекторов и самой чайханы, и дружбы между городами. Душанбе и Боулдер побратались еще в далеких 80-х. И именно Джозеф устанавливал дружеские связи, а теперь заслуженно пользуется плодами своих усилий на топчане. Мы регулярно с семьей и друзьями приходим сюда. Здесь удивительная обстановка, великолепные орнаменты и узоры. Прям глаз радует. Открытие этой чайханы связано с частью моей жизни. В 1998 году я вышел на пенсию, из Вашингтона переехал в Колорадо. И в этом же году построили чайхану. С того момента я не помню ни дня, чтобы я сюда не заходил. Недавно из Вашингтона приезжали знакомые. Я привел их сюда, и они были в восторге. И заинтересовались, кто же построил это красивое творение. Я ответил, что это подарок наших таджикских друзей. Дружбу городов породила холодная война. В Колорадо намечалось строительство атомной станции, а Советский Союз критиковал это. Тогда колорадцы решили показать свое дружелюбие и обратились в посольство СССР с предложением установить дружеские связи с каким-нибудь советским городом. Боулдер – один из первых городов Америки, установивший братские отношения с советскими городами. Группа жителей Боулдера направила письмо в посольство Советского Союза. Жители намеревались укрепить дружественные связи. Ученые города Боулдер имели хорошие отношения с Душанбе. Они способствовали процессу. Моя жена София тогда была молодой. Узнав об инициативе, она согласовала этот вопрос. Тогдашнее посольство, к счастью, приняло наше приглашение. Мы тогда и письмо отправили в Душанбе. Вот так и сложилось наше братство. Американцы тоже преподнесли душанбинцам подарок. Сначала хотели построить американский ресторан, но, подумав, решили, что это будет образовательный центр с компьютерными и языковыми курсами. Деньги добровольно собирали простые горожане. Мы города-побратимы, и в знак дружбы между Душанбе и Боулдером построили эту чайхану и отдали как подарок от таджикского народа. В ответ горожане Боулдера построили учебный центр, интернет-кафе. Он был построен именно за счет простых людей города Боулдера, а не организаций. Это тот самый образовательный центр в Душанбе. Бадыхула работает здесь преподавателем. Он прошел жесткий конкурсный отбор. Одно из требований – совершенно английский язык. Ведь весь учебный процесс проходит на иностранном. В нашем центре, кроме английского языка, также учат французский и немецкий. Изучаются компьютерные курсы и инновационные информационные технологии. Центр построили и сдали в эксплуатацию недавно. Он обошелся в 1 миллион американских долларов. Вся сумма – это добровольные пожертвования простых жителей маленького города Боулдер. Наверное, им так сильно понравилась таджикская чайхана.